Hürmetli millettaşlar, здравствуйте, уважаемые друзья. Начинаем наш очередной стрим. Сегодня мы будем говорить о некоторых темах, которые, я так считаю, что они назрели, чтобы о них поговорить. Это первая тема будет Ильдар Юмагулов, наш такой башкирский баламут, который, ну, наверное, сегодня является ярким, наверное, да, таким человеком, который вот мутит вот это наше башкирское общество своими видео, которые набирают огромное количество просмотров, и там у него есть своя публика, которая его поддерживает. Поговорим также не только о Юмагулове, но и о других представителях башкирского общества, башкирского национального движения. И в конце поговорим о событии, которое произошло буквально вот на днях. Событие, наверное, исторического масштаба, как я уже сказал. Это обмен политзаключенных на людей Путина. Но начнем с Юмагулова. Итак, в последнее время Ильдар Юмагулов, особенно после того, как он переехал в Казахстан и начал оттуда вести свой блог, очень активно так ворвался в повестку, в блогосферу, да, башкирскую блогосферу, откуда вещает и говорит в основном об одних и тех же темах, а именно о том, что произошло в Баймаке, об экологии в Заурале. Вот вся его как бы вот эта тема крутится возле этого. Человек реально, который раньше занимался экологической темой, защищал карьеры, какие-то там природные объекты. Но после баймакских событий человека понесло не туда, абсолютно не туда. Он решил тут заняться одновременно еще и политикой. И я уже как-то высказывался о нем, что человек, вот если бы занимался чисто экологией, да, ну цены бы ему не было. Но человек, еще раз говорю, решил полезть в те сферы, которые вообще, ну, в которых он не понимает ничего. И чем глубже он залезает в нее, тем больше он себя развенчивает, да. И с одной стороны, когда я думал, ну, я даже предлагал ему, да, ну прекрати вот, да, снимать те видео, в которых ты ничего не понимаешь, ты только закапываешь себя. Сейчас я думаю, что наоборот, наверное, хорошо, что он как можно больше говорит, потому что человек, когда не понимает, что он говорит, что он несет, он дискредитирует себя полностью. И рано или поздно это должно было произойти. И вот я думаю, что уже наступил как раз тот момент, когда человек, ну, себя полностью дискредитировал. Люди, которые до сих пор продолжают ему верить, конечно, имеют право на это, пусть верят тем фактам, которые он предоставляет, но, как правило, люди, которые врут, а я с уверенностью говорю, что человек, я Юмагулов, врет, ложь это рано или поздно она всплывет. Она всплывает рано или поздно о всех, кто что делал. Допустим, когда в начале 20 века были вот эти знаменитые сталинские репрессии, страшные репрессии, да, против народа, ну, в том числе и против башкирского национального движения, против башкирской интеллигенции, то были люди, которые писали доносы, непосредственно вот участвовали в этих репрессиях, писали доносы, указывали на кого, вот, что вот нужно с ним расправиться, потому что вот он башкирский буржуазный националист, что вот он против советской власти. Ну и все, таких людей брали за эти доносы и потом либо на лагеря, либо расстрелы. Допустим, такой был человек, как Софи Кудаш, да, писатель. Сейчас это известно, что этот человек очень много на кого написал доносы. Мустай Карим, да, вроде бы там башкирский писатель, поэт, несомненно, очень талантливый, как башкирский именно писатель, как башкирский поэт. Но человек, который, вот, ну, конъюнктурщик, человек, который прислуживал советской власти, человек, который очернял Заки Валиди,
много раз. Человек, который ничего не сделал и даже, ну, наверное, помог тому, чтобы Рами Гарипова задавили. И это сейчас тоже все об этом знают. Поэтому и история с Ильдаром Юмагуловым, она рано или поздно вскроется. Потому что я уверен, что вот тот режим, который сейчас находится в России, ну, в том числе и в Республике Башкортостан, он падет рано или поздно. Рано или поздно падет, и вскроется все. Вскроются архивы, вскроется, кто на кого работал, кто что подписывал, кто какие давал показания. Это все появится в любом случае. Вот рано или поздно это произойдет. Просто те люди, которые сегодня не понимают этого и думают, что вот так будет длиться вечно, вот та система, которая сегодня у власти в России, они ошибаются. Ошибаются и глубоко ошибаются. Итак, Ильдар Юмагулов, особенно меня вот поразило последние два его видео, которые связаны со мной. Да? Вот мы разговаривали с Русланом Валиевым, я брал у него интервью, вели с ним беседу по поводу будущего, да, Республики Башкортостан и как он смотрит на то, чтобы Башкортостан стал независимым государством. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, потому что я вообще призываю всех сторонников Ильдара Юмагулова, которые вот там очерняют меня, там, да, которые встают на его защиту, прежде чем делать выводы по мне, по Руслану Валиеву, по другим людям, я вам советую, рекомендую посмотреть наши видео. То есть Ильдар Юмагулов что делает на самом деле? Он берет вырезки из моих видео, из видео других людей, берет оттуда, вырывает фразы из контекста и интерпретирует их по-своему, как ему выгодно. Допустим, я, например, говорю, да, что виноват не только Хабиров, но и другие. Он вырезает кусочек и пишет, виноват не Хабиров остается, да? Все. И вот это он это вытаскивает и несколько раз подряд его вот так вот в своем видео проматывает. То есть, ну, нужно, но и люди верят в это, но нужно же посмотреть полностью видео. Я несколько раз выкладывал, пытался выложить комментарий под видео Ильдара Юмагулова, где говорил о том, что вот Ильдар Юмагулов врет. Он вырывает фразы из контекста и переиначивает их, эти слова, придавая им другой смысл, обратный смысл совершенно. И вставлял ссылку на те видео, где я говорил полностью фразу, где полностью видео можно посмотреть и понять, что речь совершенно идет о другом, что я говорю совершенно о другом. Но он удаляет, мгновенно удаляет. Такое чувство, что он прям вот сидит возле компьютера там или телефона и оттуда прям следит, кто что ставит, какие комментарии. Потому что мгновенно удалялись мои комментарии. Так вот, Ильдар Юмагулов меня обвиняет в том, что я работаю на Ради Хабирова. Но это вообще смешно. Это смешно, это раз. Во-вторых, это чудовищная ложь. Вот уж кто-кто, но Ради Хабиров, который против меня огромное количество, то, что он говорил, да, против меня там на видео, есть много видео, которые гуляют на БСТ, в интернете, можно посмотреть, где он называет мою фамилию как одного из врага российской власти, одного из врага там Республики Башкортостан, где он там дает мне всякие разные, навешивает на меня ярлыки, там, националисты, сепаратисты, экстремисты, там, террористы, еще чего только нету там, да, и где все телеграм-каналы, все СМИ, какие есть сегодня подконтрольные Радио Хабирова, пишут про меня там чудовищную ложь, там обвиняют меня во всех грехах, там делают меня главным врагом. По крайней мере, про Ильдара Юмагулова я там на тех же самых там таких телеграм-каналах, как Техас Хабирова, допустим, или Арслан Нигматянов, я ничего не видел. Но вот про меня там периодически через день выходят какие-либо посты. И говорить о том, что я работаю на Ради Хабирова, как вообще это увязывается?
Если я говорю о том, что виноват во всех событиях в Республике Башкортостан, и в том числе в баймакских событиях, не только Ради Хабиров, но в первую очередь центральная власть, которая поставила это Ради Хабирова, те структуры, федеральные структуры, ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет, которые непосредственно начали против Фаиля уголовное дело, которые преследовали других национальных активистов, экологических активистов, которые преследовали. Но разве это не так? Это так. Но это, если я говорю, что федеральные структуры тоже в этом замешаны, это разве говорит о том, что я теперь Хабирова пытаюсь обелить? И что я там работаю на Ради Хабирова? Ну как вообще это вяжется? То есть я говорю, вот не один Петя виноват, но еще и Вася виноват. А мне говорят, так, значит ты за Петю, раз ты вот говоришь, что еще и Вася виноват. Но это же глупость. Это глупость. Вот человек, который вот такое утверждает, да, надергал каких-то фраз, слепил из них видео, где я говорю о том, единственное вот то, что я говорю, то есть вину, которую он мне вставляет, заключается только в том, что я говорю, что не только один Ради Хабиров виноват, что в этом во всем виновата федеральная власть. Те люди, которые не понимают этого, я считаю, что это глупые люди. Такие глупые же, как Ильдар Юмагулов. Как можно обвинять одного Ради Хабирова в том, что творится в Республике Башкортостан? Ну, Ради Хабиров, конечно, виноват. Много во что виноват. Но вы со мной, наверное, согласитесь, что людей он отправляет на войну не потому, что он сам захотел этого, а потому, что пришел ему приказ из Москвы отправить там несколько десятков тысяч наших башкортостанцев. Это так оно и есть? Есть. Конечно, это так. Ни один здравомыслящий человек не будет сам добровольно отправлять своих людей на умирать. Был приказ. Но тут ведь кто как к этому приказу отнесся. Если, допустим, там соседний глава региона, ему приказ пришел с Москвы, он сформировал там 1-2 батальона для виду и отправил. Это одно. Но когда наш Ради Хабиров сформировывает десятки батальонов таких, тут уже понятно, что сам непосредственно Ради Хабиров, конечно же, усиливает вот эту свою вину в том, что столько жителей Республики Башкортостан погибло в войне. Кстати, войну Ильдар Юмагулов поддерживает, вот эту войну. Он поддерживает убийство как украинских мирных жителей, так и наших. Поддерживает, соответственно, смерть наших башкортостанцев. И когда он говорит, что он ничего не говорил про СВО, посмотрите его первое видео. Там прекрасно он об этом говорит, что он поддерживает эту войну. Так вот, естественно, вина Ради Хабирова во всем есть. Во всем. Но он не только один решает. Он ставленник Москвы. Я как-то приводил аллегорию, да, что вот это все равно одно и то же, что вот какой-то средневековый город, там люди начинают жаловаться какому-то графу, да, этого города и говорить, что вот палач нас убивает. Давайте накажите, пожалуйста, палача, смените его, поставьте другого. Но это то же самое, что вот сейчас жаловаться на Хабирова Путину. Путин это вот тот граф, который сам ставит этого палача Хабирова. Хабиров, который непосредственно виноват был в том, что посадили моего брата Рустама Фараридинова. Как я могу быть после этого за Хабирова? Так вот, я говорю, когда рано или поздно все архивы вскроются, мы узнаем настоящую историю, кто за кого был, кто что подписывал, кто какие показания давал. Я думаю, что вот здесь, конечно же, а сейчас люди могут много что про меня думать и говорить. То есть я вообще читаю там комментарии, я в шоке там, да, вот Руслан Габбасов там переобулся, вот он там другим СМИ, иностранным СМИ рассказывает, вот он защищает Хабирова, Хабиров мне платит. Ребята, на каких основаниях вы это говорите? Вы это говорите только потому, что я говорю о том, что не только один Ради Хабиров виноват, что ли? Ну это же смешно. Виноват и Ради Хабиров, и Путин виноват, и его федеральная власть. Но Юмагулов боится упоминать слово Путин. Боится. Он ни разу, никогда в своих
вот этих видео, он не говорил о том, что Путин плохой, что Путин виновник всего того, что творится в России, всех тех бед, что творится в России. Вот он говорит про каких-то олигархов, да, Юмагулов, что вот олигархи поставили Хабирова. Но олигархи это чьи олигархи? Чьи приближенные они? Кто им позволил управлять страной и разделить сферы? Сферы, вот экономические сферы, откуда они высасывают все соки из России. Кто им это позволил? Ну и разве не Путин? Конечно, Путин. Все эти друзья Путина, олигархи, братья Ротенберги, Сечин, Миллер, Аликперов, и так Усманов, и так далее, и так Казицын. Ну что, они разве не друзья Путина? Все они друзья Путина. Да, у них свои сферы влияния есть, у них есть свои кланы, которые ставят своих людей. Но все это делается с согласия Путина. Все они, прежде чем поставить человека в какой-то регион, допустим, Хабирова в республику Башкортостан, это человек Кириенко, все они шли за добром к Путину. Без Путина это ничего не решается. Не понимать такие вещи, надо быть идиотом. Таким идиотом, как Эльдар Юмагулов. Кстати, когда я говорю про то, что идиот, Эльдар Юмагулов, я только говорю об его умственных способностях. Но человек реально не понимает в политике, не понимает то, что... Возможно, и понимает, да, но просто делает вид, что не понимает. Хотя не знаю даже, что о нем думать. Но этот человек, он пытается оскорблять, постоянно оскорблять других. Пытается постоянно оскорблять. То есть, как общественник, да, по нему видно, что человек далеко от... Я могу в порывах сердца сказать о ком-то, да, что-то такое вот нехорошее. Но когда человек все свое видео вот ставит на оскорбление другого человека, называя его там по-разному, черт, пес, там еще как-то, да, это говорит об его умственных способностях и о его воспитании. Потом он мне тут начинает, что себя он там говорит, что вот он там великий эколог, защитник. Но вот и меня в том же, и начинает меня говорить, где ты был там на Куштау, где там был там на Каркатау, там, где ты был там, где ты был там. Очень странно слышать это от человека, который, ну вот, лично я занимаюсь общественной деятельностью с 2011 года. И никакого Ильдара Юмагулова я тогда никогда не видел и не слышал. Когда началась защита Куштау, когда мы проводили ИИНы на Куштау, когда к нам пришли женщины вот с деревень близлежащих, когда они нас попросили, есть видео, да, где они пришли к нам на ИИН и попросили нас помочь в защите Куштау. Тогда мы с ними впервые познакомились. Никакого Ильдара Юмагулова там вообще не было никогда и не пахло им. Когда мы проводили собрание в Уфе, куда пригласили всех общественных деятелей, всех экологов, ученых, различные СМИ, местных жителей, где они все перезнакомились друг с другом. Никакого Ильдара Юмагулова тогда там не было никогда. Когда мы проводили одиночные пикеты, стояли в Уфе, и не только в Уфе, но и в других местах, никакого Ильдара Юмагулова тогда не было. А еще раньше, когда начиналась защита Таратау, мы долго лет вели в защиту Таратау, собирали подписи, проводили различные митинги, пикеты, акции различные. Никакого Ильдара Юмагулова тогда не было вообще. О чем он говорит вообще, какой он там... И мне говорить о том, что я там где-то что-то прятался. Но есть огромное количество свидетелей, да, что я делал непосредственно в те дни. И мне говорить, что я там где-то прятался, ну вот это смешно. Это смешно. Человек мало того, что врет, накидывает на себя пуху, да, что вот я там великий эколог, я там провел в Тимясово съезд, я там это сделал, я там то сделал. Ты один из тех, кто провел съезд, сход или что-то там. Один из тех. Но не сам лично, а главный, который все это сделал и организовал. Честь тебе и хвала. Я только рад, что ты это сделал. Но не надо говорить, не надо себя ставить во главу, что ты все вот это сделал и организовал. Нет.
Потом про Ишмурата, да, вот он, сразу хочу сказать, то есть он так еще интересно сделал, противопоставил меня с Ишмуратом, там вырезал ответы Ишмурата, вырезал мои ответы, там вот, и говорит, что Ишмурат там вот объясняет ему, этот не понимает. У нас с Ишмуратом Хазратом полное взаимопонимание. Полное взаимопонимание по политике, которая идет в стране, по политике, которая идет в Республике Башкортостан, по тем мутным деятелям, которые сейчас баламутят башкирское общество. Полное взаимопонимание. И самое главное, что я хотел бы здесь сказать по Ильдару Юмагулову, это вот меня поразило вот это его слова о том, что, оказывается, Фаиль Алсынов сказал ему, Ильдару Юмагулову, чтобы он в выступлении своем сказал о прямом правлении Москвы, да, федерального центра в Республике Башкортостан. Я Фаиля Алсынова знаю очень давно. Но очень давно знаю. И у меня большие сомнения, что Фаиль Алсынов вот такое сказал. Вполне возможно, он не принимал участие, да, в составлении этого текста. Как выяснилось, что, как сказал недавно Фандиль Ахмедшин в дебатах с Уралом Байбулатом, что этот текст они как бы готовили. Но что там конкретно было, он говорит, что я не знаю, Фандиль Ахмедшин. И у меня точно такие же большие сомнения, что Фаиль Алсынов мог сказать об этом, чтобы Ильдар Юмагулов сказал о прямом управлении федерального центра в Республике Башкортостан. Очень большие сомнения, потому что я Фаиля Алсынова хорошо знаю. Он какое федеральное управление? Он там говорит что-то там про Путина хорошее, про Единую Россию что-то хорошее. Он никогда этого не делал. Но сейчас я не могу опровергнуть его слова. Остается только ждать, когда Фаиль Алсынов сам лично об этом скажет. Потому что это очень серьезное обвинение. Очень серьезное обвинение Фаилю Алсынову. Очень серьезное обвинение. Человек просто взял и свалил всю ответственность, то, что он сказал там, да, вот в этом выступлении 15 числа в Баймаке, да, перед судом, зданием суда. Он взял просто и свалил все на Фаиля Алсынова. Это не я, это вот мне Фаиль Алсынов такое сказал сказать. Я надеюсь, что мы услышим когда-нибудь ответ, а мы рано или поздно все равно услышим ответ Фаиля Алсынова по этому поводу. И тогда и вскроется, кто был прав, а кто нет. Еще раз говорю, что у меня очень большие сомнения, я в это не верю. Я в это не верю. Скорее всего, Фаиль Алсынов просто сказал Ильдару Юмагулову, вот скажи так, как последнюю, возможно, соломинку, надежду, там, да, обращение там, к Путину или кому, что его не посадят. Но вот именно говорить о федеральном правлении, конечно же, я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, я не верю в это. Поэтому будем ждать доказательств. Я это, конечно же, не забуду. И при первом же удобном случае, если появится, я постараюсь выяснить, было так на самом деле или нет. Пока вот этот вопрос подвесим в воздухе. Потому что это, еще раз говорю, это очень серьезное обвинение на Фаиля Алсынова со стороны Ильдара Юмагулова. То есть он прикрывает свою задницу вот Фаилем Алсыновым. Как человеком, который, несомненно, пользуется авторитетом в башкирском народе. Сам же он по последним событиям теряет очень сильно свой авторитет. И вот как бешеная собака начинает бросаться то на одних, то на других, то на третьих. Не знает, кого кусать, не знает, что делать. Клепает видео, где нарезает кусочки, вырезки, вырывает слова из контекста, вставляет. Еще раз говорю, всем сторонникам Ильдара Юмагулова, так как я не могу написать у него там под комментарий под его видео, потому что он сразу удаляет. Еще раз говорю, всем сторонникам, посмотрите, зайдите на канал, на мой канал, где я разговаривал с Русланом Валеевым, где я разговаривал с Ишмуратом Хазратом. Посмотрите, как на самом деле, о чем шла речь и что я говорил. Говорить о том, что
Я считаю ни одного только Ради Хабирова виноватым, но еще я считаю виноватым в этом во всем федеральный центр и силовые структуры. Это не значит, что я работаю на Хабирова и что я ему продался. Теперь по поводу выборов. Ильдар Юмагулов очень часто вкидывает такую мысль за меня, что якобы я хочу, чтобы Ради Хабиров выиграл на этих выборах. Я еще пока ни разу не говорил свое мнение по предстоящим выборам. Я вообще собирался этому посвятить отдельное видео. Но здесь я коротко скажу, что я хочу призвать всех своих сторонников, всех людей, которые мне доверяют, меня слушают, голосовать. Я вообще всегда, сколько помню, да, я очень часто участвовал в выборах в качестве наблюдателя. Очень часто, очень много раз. И на моих участках даже побеждали очень часто кандидаты, оппозиционные кандидаты. Потому что, я очень серьезно и жестко смотрел за тем, как проходят выборы, чтобы не было фальсификаций. Но, зная в общем, как проходит вся эта система, все системы выборов, я не верю, что наши выборы могут быть честными. Поэтому я всегда призывал не ходить и не голосовать. Никогда. Ни на каких выборах. Будь то республиканские, будь то общефедеральные. Но здесь, сейчас, в этот раз, я хочу призвать всех своих сторонников, всех тех людей, кто мне доверяет, чтобы они в этот раз пришли на выборы главы Республики Башкортостан и проголосовали за любого другого кандидата, кроме Хабирова. За любого другого. Не портили бюллетени, не отсиживались дома, а именно, чтобы пришли, еще против одного кандидата, там такой Сухарев есть от ЛДПР, что я тоже прошу, чтобы вы за него тоже не голосовали, потому что это русский националист. Русский националист, нацист, человек, который мечтает, чтобы Республика Башкортостан стала Уфимской губернией, человек, который поддержал Жириновского в свое время о том, чтобы башкир и татар выселили в Монголию. И я вот призываю всех своих сторонников голосовать за любых других кандидатов, кроме вот этих двух, да, кроме Ради Хабирова и Сухарева. Я надеюсь, что моя четкая вот эта моя позиция, вы ее услышите. Теперь по поводу башкирского национального движения. Хоть и Ильдар Юмагулов не знает, что такое башкирское национальное движение, не понимает и хочет делать вид, что такого нету. И, кстати, он всегда пытается сместить акцент на нацизм. Что якобы я говорю, что я башкирский националист. Что есть башкирское национальное движение. Он же подменяет слово национальное на нацистское. Нацисты, нацистское движение и так далее. Человек сознательно искажает, человек сознательно оскорбляет всех тех башкир, всех тех деятелей, которые принимали участие в башкирском национальном движении. Сознательно оскорбляет их, сознательно делает из них нацистов. И когда он говорит, что мы многонациональный народ, мы там, да... Но давайте посмотрим правде в глаза. Из более чем 80 с лишним человек, сегодня сидящих в СИЗО по Баймакскому делу, нет ни одного русского человека. Нету ни одного русского человека. Там все башкиры. Может быть, есть там несколько татар, но там в основном все башкиры. Это ли не... Когда он говорит, что мы многонациональный народ, мы все вместе вышли тут в защиту Фаиля, но, судя по тем задержанным, там нету русских. О каком многонациональном народе он может говорить тогда? Да, он пытается прикрыться, что мы на самом деле, мы там за Советский Союз, мы там за сильную Россию, мы против развала России. Ильдар, тебя никто спрашивать не будет. История, она не спрашивает людей. Хотят они, чтобы что-то развалилось или не хотят. Америка тоже не хотела, чтобы СССР развалился. И Джордж Буш прилетал в Украину и просил ее, выступал перед украинцами, просил украинское правительство, чтобы они не выходили из Советского Союза. Но прошло несколько дней, и СССР развалился, и Украина объявила о своей независимости. Поэтому
кто-то хочет или не хочет. Даже проводился референдум среди всех жителей Советского Союза, хотят ли они, чтобы СССР сохранился. И подавляющее большинство ответило, что да, мы хотим, чтобы СССР сохранился. И что произошло потом? СССР развалился. Это не зависит от людей, хотят они или не хотят. Это история. Вот Ильдар Юмагулов, хочешь ты или не хочешь, Россия прекратит свое существование. Вот сегодняшняя Россия, сегодняшняя власть, она рано или поздно прекратит свое существование. Она с треском рухнет. Вот развалится просто. И все вот те преступники, которые сидят у власти, не только Хабиров в Республике Башкортостан, но и в Москве, и во всех других регионах преступники, которые поддерживали войну, как ты поддерживаешь войну, которые грабили население, которые сажали людей, фальсифицировали дела, давали показания на них. Все эти люди будут отвечать перед народным судом, который сформирует гражданское общество. Все это произойдет, неминуемо произойдет. Хочешь ты этого или не хочешь. По поводу всего вот этого, всей этой дискуссии, которая сейчас последние дни идет, и там на аспектах мы видели, да, дебаты между Фандилем Ахметшиным и Уралом Байбулатовым, и ежедневные видео то Ильдара Юмагулова, то Урала Байбулатова, то Сагита Исмагилова, то Бурамбая Аскарова, то еще кого-либо. Я сперва думал, что это плохо, как бы не стоит на это обращать внимание. Но я понимаю, что с одной стороны это хорошо. Выясняется, кто есть кто на каких позициях стоит. Это тоже хорошо. И вот недавно, допустим, в тех же самых дебатах между Фандилем Ахметшиным и Уралом Байбулатом я несколько раз услышал, что от одного, что от другого, как они там благодарят Путина, обращаются к нему, там, уважаемый, великоуважаемый, там несколько раз перед ним расшаркались. Ну, тоже показатель. Тоже показатель. Урал Байбулатов, вообще на нем клейма ставить негде. Человек, который топил за войну, устраивал флешмобы, да, в поддержку войны. Вместе с Рамилем Рахматовым, ярым пропагандистом, сторонником войны против Украины, против мирной Украины. Он то же самое высказывался в поддержку войны. Поэтому, еще раз говорю, с одной стороны, хорошо выявляется, кто есть кто. Кто на каких позициях стоит, кто что говорит, кто что защищает, кто как врет. Все видно. Поэтому они рано или поздно, эти дебаты утихнут. И уже как бы будут о другом говорить. Рано или поздно все равно это как бы утихнет. Но сейчас это хорошо, с одной стороны, да. Вроде бы как бы и помощь идет, и обсуждается. Вот я на радио Свобода буквально недавно на днях высказывался по баймакским событиям, и оно сегодня вышло, это видео. И когда мне тот же самый Ильдар Юмагулов там вещает из своего блога о том, что вот Руслан Габбасов там говорит различным иностранным агентам, различным СМИ, там украинским СМИ, что вот про баймакские события, это пиарится на них. Ребята, если бы не я, ни кто-либо, ни Руслан Валиев, ни другие, ни Айгуль Леон, ни другие какие-либо башкиры, которые находятся за рубежом, не говорили о том, что происходит в Баймаке, откуда идут корни всех этих событий, с чего все началось, кто такой Фаиль Алсынов, чем он занимался на самом деле, да, за что его преследуют, за что преследуют вообще всех других активистов, сколько людей посадили до этого. Если бы мы об этом не говорили, кто говорил бы? Я ни одного интервью не видел, чтобы Ильдар Юмагулов что-то там говорил кому-то. Почему не говорит? Потому что боится. Боится говорить. Но кто-то же должен об этом говорить. Кто-то должен писать обращение в ООН, в Евросоюз, в Европарламент, международные правозащитные организации. Кто-то должен это делать. Кто это будет делать? Ильдар Юмагулов это будет делать? Сомневаюсь. Пока, кроме того, что он там что-то на видео говорит, я ничего от него не вижу, никакой помощи. Если мы не будем фиксировать все сегодняшние преступления, не будем писать об этом, не будем об этом говорить открыто, чтобы это оставалось как источники
исторические источники. Потом мы не сможем доказать. Потом мы не сможем мировое сообщество привлечь к этому делу, чтобы и наказать всех. Когда они начнут разбегаться по разным странам, как мы будем их оттуда вылавливать? Всех вот этих преступников Бадрановых, Хабировых и так далее. Кто там виноват был во всех этих событиях. Как мы их будем вытаскивать? Как мы будем доказывать? Вот на этих источниках, на этих исторических источниках, на тех обращениях, которые мы пишем в правозащитной организации, в ООН, много было уже написано. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы всех осужденных по баймакским событиям признали политзаключенными. Стараемся. Теперь, переходя на тему вообще вот, да, политзаключенных, мы, ну, вот, как я уже сказал, да, произошли вот эти большие события, знаменитые события, исторического значения события, когда обменяли политзаключенных, которые сидели в российских тюрьмах, достаточно известных, авторитетных политзаключенных, на пособников Путина, на киллеров различных, там, наркоторговцев, кибермошенников и так далее. То есть, ну, вообще, вот это вот команда Путина. Того Путина, которого так Ильдар Юмагулов любит защищать. Вот, посмотрите, на кого он обменял, да? На киллера. Человек, который по заказу убивает других людей. На кибермошенника, который там ограбил огромное количество людей. Вывел у них из кошельков там деньги. На шпионов, там, на семью шпионов, которые там выдавали себя за других и что-то там работали, в общем, да, на Россию, на Путина. Вот на них обменяли политзаключенных, которые никакого преступления не делали совершенно. Они просто говорили правду, как Фаиль Алсынов говорил, как Айрат Дильмухаметов говорил, как Рамиля Саитова говорила. Но сейчас начались вопросы, очень многие мне вопросы задают, почему среди тех политзаключенных нету башкирских наших политзаключенных. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Мне самому интересно, почему среди всех этих политзаключенных нету представителей тех национальных движений, которые были осуждены, которые сейчас сидят в тюрьмах. Ну реально нету ни одного. Не считать, не надо говорить про Алсу Курамшину, да, она татарка, но она гражданин США. За нее США там рубились давно. За нее там и Байден говорил несколько раз: отпустите. Поэтому то, что она попала в списки, ну, это очевидно. Но я не вижу там других национальных деятелей. Я не вижу Алтана Ачирова, да, калмыцкого политзаключенного. Я не вижу многочисленных ингушских политзаключенных, которые были осуждены по тем ингушским событиям, когда у Ингушетии отобрали там часть территории. Я не вижу наших башкирских политзаключенных. Не вижу татарского политзаключенного там Мифтахова, да, вот этого математика молодого. Не вижу Айрата Дильмухаметова, Фаиля Алсынова, Рамилю Саитову. Я не вижу их. Их нету. Это говорит о том, что российская либеральная оппозиция, которая очень давно уже находится за границей, в эмиграции, они очень хорошо укрепились в европейских кругах, в мировом сообществе, в американских кругах очень хорошо укрепились, имеют хорошие связи. Навальный сам когда-то ездил и встречался там с очень высокопоставленными чиновниками, налаживал эти связи. И, соответственно, все его сегодняшние помощники, то же самое Волков, там, да, Жданов, Милов, Певчих и другие, они, конечно же, сейчас пользуются этими связями, продолжают дальше их как бы, да, укреплять, наращивать. Мы, башкиры и представители других национальных движений, оказались в эмиграции буквально недавно. Да, мы стараемся сейчас как бы укреплять наши связи. Сейчас работаем над тем, чтобы, конечно же, наших политзаключенных знали. Мы проводили несколько раз акции. Кто следит за тем, что я пишу, что пишет и публикует Комитет Башкирского национального движения за рубежом, что публикует Лига свободных наций, куда входит наш комитет, они видят, наверное, что мы очень часто поднимаем тему политических заключенных вообще из национальных движений. Я очень часто говорю об Айрате Дильмухаметове, о Фаиле Алсынове.
Несколько раз выходили доклады, с моей помощью тоже. Выходили доклады о Фаиле Алсынове, как у человека, который незаконно осужден, в различных международных публикациях. И BBC, и CNN писала о нем, и английские СМИ, и правозащитные различные СМИ писали об этом, о Фаиле Алсынове. И о Рамиле Саитовой точно так же я говорю. Мы буклеты сделали. Буклеты, где мы говорили на этих акциях, которые мы проводим в защиту наших политзаключенных из национальных республик, мы раздавали буклеты, где есть список всех политзаключенных из национальных республик. И так, конечно же, там указаны все наши тоже башкирские политзаключенные, в том числе и те, которые сейчас сидят по баймакским событиям. Если мы о них не будем говорить, то кто будет об этом говорить? Но для того, чтобы эти люди становились всемирно известными, этого недостаточно, наших одних сил недостаточно. Для этого само общество, наше башкирское общество, должно хотеть и желать и делать что-то. Одних желаний и хотелок мало. Вот сидеть и писать в комментариях, там, почему Габасов там не борется за то, чтобы Айрата Дильмухаметова вытащили. Ребята, а что вы сделали для того, чтобы вот об Айрате Дильмухаметове узнало как можно больше людей? Ну просто элементарно написать где-нибудь на стене «Свободу Айрату Дильмухаметову», «Свободу Фаилю Алсынову», развешивать листовки, наклейки какие-то делать, писать в комментариях везде, делать какие-то фотографии, какие-то рисунки, опубликовать их в интернете, пусть даже анонимно. Но это же можно делать. Когда это есть, народ видит, общество видит, не только башкирское, но и всероссийское и международное общество, мировое общество видит, что за этих людей народ переживает. Он требует их свободу, он не смирился. Он требует, чтобы их освободили. Значит, эти люди важные. Значит, на них стоит обратить внимание. Значит, возможно, в следующий раз, когда мы будем обменивать кого-то на кого-то, мы включим в наши списки Айрата Дильмухаметова или Фаиля Алсынова или Рамилю Саитову. Такое может быть? Может. Но для этого нужно, чтобы кто-то тоже помогал. Не только за рубежом башкиры выходили на акции, писали и говорили об этом. В СМИ говорили, которые Ильдар Юмагулов осуждает, как некоторые у него в комментариях там далеко не умные люди осуждают, что вот мы говорим о башкирских проблемах каким-то там иностранным агентам, иностранным СМИ. Об этом надо говорить, об этом надо писать. Иначе, если об этом не говорить, как об этом вы говорите в России, где свобода слова полностью запрещена? Кто об этом будет говорить? Ольга Комлева единственная, которая освещала события внутри России, что происходило там, да, на Куштау, потом на баймакских событиях. Где она сейчас? Посадили. А почему посадили? А потому что любая свобода слова в России запрещена. Так поэтому надо говорить об этом. За рубежом надо говорить, если в России невозможно. Но для того, чтобы мы говорили о том, что Фаиля Алсынова хотят освободить, что народ его поддерживает, народ хочет его свободы, об этом вся республика должна греметь. Должны проходить какие-то пикеты одиночные там, если это возможно. Пусть со скрытыми лицами, сфотографировались, встали с плакатом «Свободу Фаилю Алсынову», сфотографировались, отправили мне, отправили каким-либо СМИ, с кем вы имеете связь, они выложат. Напишите на стене, на гараже, на любом «Свободу Фаилю Алсынову», «Фри Алсынов», «Фри Айрат Дильмухаметов», «Фри Рамиля Саитова», «Фри Рустам Фарареддинов», потому что мой брат тоже сидит. И человек, когда Ильдар Юмагулов меня обвиняет, потому что я работаю на Хабирова, как можно работать на человека, который посадил, в том числе моего брата? Лично участвовал в этом. Это смешно. Нужно говорить, нужно писать. Тогда, еще раз говорю, тогда международное сообщество будет понимать. Если кто хорошо знает историю Нельсона Манделы, лидера южноафриканского национального движения, когда он сидел, во всем мире была организована акция
долгая акция, многолетняя акция по его по требованию его свободы. Проходили огромные митинги, пикеты. Все начиналось с малого. Люди писали на стенах «Фри Нельсон Мандела». Просто плакатик маленький вот так вот встать и написать. Ничего от этого с вами не случится. Но вы покажете, всему миру покажете, что вы не безразличны к судьбе наших политических заключенных. И нам будет легче их защищать. Нам будет легче говорить, что посмотрите, сколько народу выступает за Фаиля Алсынова, посмотрите, сколько народу выступает за Айрата Дельмухаметова, за Рамилю Саитову, которая только сидит только за то, что она сказала, что башкирам нечего делать там, на войне. Только за эти слова сидит. И она признанная политически заключенным мемориалом. И Фаиль Алсынов признан, и Айрат Дельмухаметов признан. О них надо говорить. Говорите, пишите, делайте фотографии, заявляйте, сочиняйте стихи. Это же можно сейчас все анонимно выкладывать, публиковать. Интернет огромный. Масса можно, как это делать. Масса способов. Вот что я хочу. Тогда нам будет легче, еще раз говорю, нам будет легче эти имена поднять до мирового масштаба и требовать, чтобы их внесли в списки. Пока у нас таких возможностей нету. Мы не так давно находимся за рубежом. Но работа в этом направлении идет. Хорошо ли идет, плохо ли, но она идет, и мы что-то пытаемся делать. В отличие от тех, кто ничего не делает и только может критиковать, сидя у себя там на диване, в комментариях писать. Так, теперь постараюсь ответить на вопрос, если есть. Но здесь, наверное, как всегда, идут споры. Так. Если есть вопросы, пишите вопросы. Осталось не так много времени. Постараюсь ответить на них. Кстати, что хочу сказать Ильдару Юмагулову. Ильдар Юмагулов, если ты такой порядочный, хотя я тебя считаю далеко не порядочным человеком, ты лгун, лжец, который перевирает факты, искажает слова. Но если ты хочешь защитить себя и убедить население, что ты говоришь правду, общество убедить, что ты говоришь правду, пожалуйста, я тебя вызываю на дебаты. Давай проведем дебаты. Давай проведем дебаты в прямом эфире, выберем человека, который будет модератором этих дебатов. И выясним, кто на каких позициях стоит, кто что защищает, кто врет, кто нет. Давай, я тебя вызываю. Я тебя несколько раз вызывал, но ты же трус, ты боишься. Ты боишься. Тебе проще там смонтировать видео, вырезать кусочки там, склепать что-то там, повторяющие слова, и выдать это как за свою позицию. Так. Какие есть вопросы? Я бы ответил бы на пару вопросов, какие напишут. Тут вот пишут о том, что русские нацисты специально провоцируют мусульман, оскорбляют их, заходят в мечети, проводят какие-то рейды вместе. Но это правда. Это правда. Сейчас они возьмутся за мигрантов, таджиков, узбеков, кыргызов, казахов, какие если есть. Потом возьмутся уже за нас, потому что, организации же никуда не денутся. Они просто так не расформируются. Они уже набрали силу, они спонсируются хорошо. В том числе правительством Хабирова, а именно Андреем Назаровым спонсируется. Поэтому на сегодняшний момент те же самые мигранты, они наши союзники. Как бы это, может, кто бы не выступал против них. Да, среди них есть там обнаглевшие
охреневшие какие-то личности, но не все такие. И по статистике преступлений, которые совершают мигранты, это малая часть тех преступлений, которые на самом деле совершаются россиянами, в первую очередь русскими. Так. Ну, тут пишут, что неправда, что Мустай Карим топил Гарипова, наоборот, он ему помогал материально. Другое дело, что Рами Гарипов был по натуре горячим, несговорчивым, протестным человеком, любил рубить правду матку. Ну, возможно и так, но у меня, вот, я разговаривал с людьми, которые непосредственно знали Рами Гарипова, они говорят, что нет, и несколько раз к нему обращался Рами Гарипов к Мустаю Кариму за помощью, за поддержкой, тот отказывал. Сейчас об этом тоже, вот я говорю, сейчас это очень сложно узнать, как было на самом деле. Я думаю, что все это мы узнаем, когда вот какие-то источники скроются. Они рано или поздно скроются, и все, кто, еще раз говорю, работал на ФСБ, кто подписывал там какие-то там, да, бумаги, кто давал лжесвидетельства, все это вскроется. И тогда мы узнаем настоящую правду. А то любят тут указывать, этот работает на ФСБ, тот работает на ФСБ, этот работал там на Хабирова. Так, что скажете про Лилию Чанышеву? Про Лилию Чанышеву хочу сказать, ну пока рано что-либо говорить, человек только-только освободился, очень рад, что она освободилась, я ее лично знал, она молодец, неоднократно приходила, поддерживала нас на суды, к Фаилю Алсынову приходила, поддерживала, есть совместные фото наши. Мы приходили в штаб, когда Ильнар Галин был председателем, мы приходили в штаб Чанышевой, ну, в штаб Навального, да, когда Лилия Чанышева была там руководителем, общались совместно, мы поддерживали их на каких-то акциях, поэтому у меня к ней очень хорошие отношения, у меня с ней были дебаты еще, когда я жил в Республике Башкортостан, когда еще Лилия Чанышева была на свободе. Но она уже, к сожалению, тогда высказывалась, допустим, против того, чтобы башкирский язык был обязательным для изучения. Но это была ее позиция. Как она сейчас, изменила она свою позицию, не изменила, ну не знаю, надо услышать первый свой репортаж, первое свое интервью, которое она скажет, надо послушать, что она скажет. Что она скажет о будущем Республики Башкортостан, каким она его видит, независимым ли государством, в составе России ли она видит, или вообще собирается ли она видеть какой-либо республикой, или, возможно, она хочет, чтобы эти республики упразднили. Не знаю пока. Как вот она человек, который просидела там 2 с лишним года в тюрьме. Кто не сидел, они не поймут это. Насколько это сложно адаптироваться вот в мирное общество. Послушаем, посмотрим, что она скажет. Но у меня такая чуйка, что она, скорее всего, будет вот поддерживать ту политику ФБК, которую сейчас ФБК ведет. А ФБК, она выступает против независимости национальных республик. Она старается не замечать представителей национальных движений. Но посмотрим, еще раз говорю, пока сделать выводы рано. Мало ли, что изменилось у нее. Так. Будешь ли пытаться встретиться с Мурзагуловым? Если кто не знает, у меня буквально недавно прошли дебаты с Ростиславом Мурзагуловым на сайте Идель Реали. Я выкладывал у себя на канале. Кто интересуется моей деятельностью или то, что я говорю, я также призываю сторонников Ильдара Юмагулова подписываться на мой канал, тот самый из Башкорт. В комментариях здесь снизу будет ссылка на мой телеграм-канал. Там вы можете узнавать всю настоящую правду, что я говорю и как я говорю. А не со слов Ильдара Юмагулова, который вырывает из контекста какие-то слова, да, и вот выставляет, как это надо. Ну, вы же знаете, что обмененные политзаключенные – это хорошие русские. Ну, конечно, знаю. Поэтому я даже услышал некоторые их заявления, первые заявления, которые они уже успели дать.
Была пресс-конференция, там выступал Илья Яшин, Пивоваров, Андрей Пивоваров и Карамурза, Владимир Карамурза. Но печально, печально слышать от людей, которые говорят, что ВСУ не надо помогать, что не все виноваты в том, что происходит в стране, что один только Путин виноват, россияне не виноваты на самом деле. Но это не так. Именно огромная поддержка Путина. Вспомните, что творилось, когда Крым аннексировали. Какое было умопомешательство в стране. Я, допустим, и вот вся организация Башкорт, никто не поддерживал присоединение Крыма. И когда Кукбуре, тогда это в Кукбуре было, и Кукбуре не поддерживал это. Никакого у нас ура-патриотического настроения по этому поводу не было. А вот многие хорошие русские из сегодняшних оппозиционеров, они поддерживали. В том числе и Навальный говорил о том, что ну вот кто будет возвращать Крым. Не знаю, Крым же это не бутерброд, чтобы вот так вот возвращать. И Илья Яшин говорил о том, что ну вот, надо сделать это теперь общей территорией и России, и Украины. Там, да, вот. Поэтому это, конечно же, хорошие русские, и я так скажу, что хорошие русские усилились. Лагерь хороших русских, которые там мечтают построить прекрасную Россию будущего, они усилились вот этими тремя персонажами. Но это же ничего не изменит. Вообще ничего не изменит. Те силы, которые ставят ставку на хороших русских и думают, что прекрасная Россия будущего это какая-то реальность будущего, но это не так. История все расставит на свои места. Белые тоже, белые движения, которых поддерживала вся Антанта. И Англия, и Франция, там, и Япония белые движения поддерживали, да, в 17 году, кто помнит, кто историю хорошо знает. Вот эти высадка интервентов, да, называемые, когда они высаживали свои войска и помогали белым прийти к власти, скинуть красных. Все эти белые поддерживали, говорили одно: мы за единую и неделимую Россию. Мы за восстановление всей России как империи. И что? Победили они? Нет, потому что один Аллах знает, как на самом деле будет. И какие бы силы не вкладывали иностранные державы в поддержку белого движения, они все равно проиграли. И здесь то же самое, какие бы силы не вкладывались в этих хороших русских, я думаю, что они проиграют. Никакой прекрасной России будущего не может быть. Но даже представим, что прекрасной России будущего силой, да, все, вот посадили там, не знаю, там Пивоварова, там Юлию Навальную или кого там президентом России. И вот она правит, начались преобразования, либеральные какие-то там, да, демократические изменения, свободу слова, можно говорить, что ты думаешь, выпустили всех политзаключенных, посадили всех преступников. Тем, как они говорят, а они говорят же, что мы всем регионам, мы за реальный федерализм, за расширенный федерализм, мы всем регионам дадим полномочия. Вот представьте, они всем регионам дали полномочия, в том числе и национальным республикам. Такие полномочия, которые были у нас, как, ну, допустим, как в 90-х годах. Даже еще больше, наверное, да? В 90-х годах у нас открыты были башкирские партии, политические партии, которые призывали к независимости. И никто за их-то не сажал. Как они будут удерживать, когда большая часть башкирского населения будет говорить о том, что вот мы не хотим больше в составе России находиться? Как они будут нас удерживать? Когда чеченцы будут говорить о том, что мы не хотим больше с вами жить, мы хотим независимости, открыто это будут требовать, через митинги, через референдумы будут проводить, будут пытаться отделиться. Что будет делать Москва? Снова отправить свои силы, войска на подавление чеченцев, на подавление дагестанцев, ингушей, башкир, татар. А я напомню, что вот за последние несколько лет национальное самосознание многих национальных республик, народов очень сильно выросло. Многие поняли и осознали, что вот нам с Россией больше не по пути. Что как ты ее не перестраивай, что ты из нее не делай, как ты ее не краи, все равно это будет империя. Такой огромной страной, по такой огромной территории невозможно управлять демократическими какими-то институтами. Такой огромной территорией можно управлять только через диктатуру, через тоталитарный режим. А если вновь установится диктатура и тоталитарный режим, через силу они будут управлять, подавляя национальные движения,
подавляет тех лидеров национальных движений, которые будут требовать независимости. Чем тогда она отличаться будет, эта Россия, от сегодняшней России? Ну ничем, тем же самым, это будут те же самые имперцы. А если они нам будут разрешать все говорить, все делать, то рано или поздно мы отделимся. Поэтому еще раз говорю, Республика Башкортостан в любом случае будет независимым государством. Хоть сейчас, вот в ближайшие там несколько лет, когда развалится, или это произойдет там через 10, через 20 лет, все равно этот переходной период, все равно мы придем к тому, что Башкортостан станет независимым государством. И радует то, что многие сегодняшние деятели Республики Башкортостан, которые сегодня находятся за границей, которые могут открыто говорить что-либо, они уже не выступают категорически против того, что вот невозможность независимости Башкортостана. Ни Руслан Валеев, с которым я проводил дебаты, ни Ростислав Мурзагулов, они не говорят о том, что вот мы не представляем возможности для Башкортостана, чтобы она стала независимой. Мы не видим такой возможности, да? Они не говорят так. Они говорят, что если это получится, мы только за. Но вот мы просто не понимаем, как это будет происходить. Я им пытаюсь объяснить, как это будет происходить. Они говорят, что если и так получится, то да, мы не против. То есть уже самосознание людей меняется. У людей меняется понятие, потому что они пожили в независимых государствах. В маленьких независимых государствах, которые когда-то были сами колониями, как Ростислав Мурзагулов пожил в Литве. И он видел, как живет Литва. Литва, которая 33 года назад была еще сама колонией советской, и которые точно так же говорили, что когда она заявила о своей независимости, ей говорили из Москвы: ну куда вы прете? Вы же без нас пропадете, вы сдохнете с голоду. У вас не будет ни газа, ни нефти, ни продуктов никаких. Вы на коленях приползете к нам обратно. Ну нет, прекрасно живут. И мало того, те люди, которые говорили им, сегодня сами бегут от диктатуры, которую они сами же взрастили, бегут от этой диктатуры к литовцам, к эстонцам, к латвийцам и просят у них политическое убежище. Бегут к грузинам, бегут к армянам просить политическое убежище. Сами же вот эти люди, которые когда-то смеялись над грузинами, армянами, литовцами и так далее. И еще раз говорю, никто не знает, как будет на самом деле. Никто не может сказать о том, что Башкортостан никогда не будет независимым. Такого невозможно сказать. Я лично верю, всем сердцем верю, что Башкортостан сможет стать независимым государством и будет вполне успешным демократическим государством. Так. Ну, наверное, на этом все. Совместное интервью с иностранными татарами нужны. Я только за, я уже проводил, допустим, интервью не один раз с татарским, с Русланом. Два или три раза мы с ним проводили, с Русланом Айсином. Вполне адекватный представитель татарского национального движения, очень умный, с ним приятно говорить. Многие не знают, что такое ВСУ, Вооруженные силы Украины. Что это Украина. Победит Украина, будет независимость Башкортостана, Татарстана, Бурятии, Чувашии и так далее. Конечно, это же вот, как дважды два. Все понимают, что если победит Путин, то вот тот режим, который он установил, те репрессии, которые сейчас подавляют любое инакомыслие, все гражданское общество, это все сохранится же при Путине. Никто не снимет санкции с Путина, а значит, экономика России будет все хуже и хуже. Недавно Эльвира Набиуллина заявила о том, что Россия находится на пределе своих возможностей, что экономика вот-вот рухнет. Это благодаря чему? Это благодаря вот той политике, которую ведет Путин, благодаря той войне, которую он начал. И представьте, что если он победит, что будет? Ну, вы думаете, от того, что он захватит Украину, как-то россияне в Ивановской области или жители Башкортостана, или жители Якутии как-то начнут жить лучше? Большие сомнения. Не станут они жить лучше. Ну, никак. Мало того, наоборот, станут жить хуже, потому что никто санкции не снимет. Потому что огромные деньги будут вкладываться в
строительство Украины, в те города, которые они разрушили, которые Россия разрушила сегодня. Туда же сейчас уже вкладывается огромное количество. Вон Хабиров разобрал целый завод асфальтный, увез туда. Огромное количество гуманитарного груза туда идет. Откуда они берут все эти деньги? От нас, с бюджета берут. От жителей Республики Башкортостан отрывают. Сейчас платят по миллиону, даже по 1 200 000, по-моему, контрактникам, да, в Республике Башкортостан. Откуда эти деньги? Хабиров своего личного кармана, что ли, платит? Конечно, нет. Платит все это с бюджета республики. Если кто-то говорит, что это с бюджета России платится, но бюджет России состоит из бюджета, из доходов от национальных республик, от других регионов. То есть все равно из наших карманов все это платится. И думать о том, что мы будем жить лучше, ну это ерунда. Мы не будем жить лучше никак. А вот если победит Украина, и Путин проиграет, и сменится власть, какая бы власть все равно не пришла, все равно будут огромные перемены. Будет оттепель. Выйдут все политзаключенные, в том числе и баймакские осужденные выйдут все. И больше полномочий будет у регионов, и у нас будет возможность стать независимым государством. Лучше же? Ну, конечно, лучше. Вот Руслан Валиев пишет: присоединяюсь к призыву говорить о важности освободить Айрата и других. Все правильно, Руслан. Надо говорить, нужно как можно больше и чаще говорить. Еще раз говорю, чем больше вы будете говорить, чем больше вы будете требовать, просто элементарно напишите листовку, где-то расклеите по ночам. Просто с требованием «Фри Айрат Дильмухаметов», «Фри Фаиль Алсынов», «Фри Рамиля Саитова», «Фри баймакские политические заключенные». Это будет огромный резонанс. Мы об этом будем рассказывать всем СМИ, международным СМИ, правозащитным организациям. Вот когда мы будем выступать на каких-либо площадках международных, мы будем говорить об этом, мы будем показывать фотографии, видео будем демонстрировать, где будет показано о том, что люди борются за своих национальных деятелей, за своих национальных героев. Как вы относитесь к Фариде Курбангалиевой? Цели у вас совпадают или нет? Или не совсем? Хорошо отношусь. Она сегодня является ведущей в Лиге свободных наций, ведет программы Лиги свободных наций. А в Лигу свободных наций входит наш комитет Башкирского национального движения за рубежом. И она очень часто говорит о том, как принижают национальные движения, народы, как отнимают у них языки, культуру, как сажают их людей. Ну, вообще много об этом говорит она. И вот знаменитый ее пост, где она писала о том, как она поняла, да, что будучи татаркой, она все равно остается не своим человеком вот в Москве. Что ей говорили, допустим, такую фразу, там, да, вот я вот запомнил вот этот момент из ее вот этого большой статьи, такой момент, где она пишет, что когда, говорит, я на русском языке что-то сказала, мне, говорит, сказали: как ты хорошо говоришь на русском языке. Как будто бы вот, да, отношение, вот такое отношение к национальным деятелям. Что все национальные деятели, значит, они до такой степени необразованные, глупые, которые не могут говорить там с акцентом. Смеются же над теми людьми, кто говорит с акцентом, да, на русском языке. Многие стесняются своего акцента, стараются как-то избавиться от него. Хотя ничего в этом плохого я не вижу, потому что русский язык, он не родной язык для многих представителей национальных республик. Поэтому вот мы не русские, мы знаем и свой родной язык, и русский язык. А вот многие русские, живущие в национальных республиках, не знают те языки тех национальных республик, где они живут, где они родились, где родились их родители, которые тоже не знают. Вот это показатель. Так, ну, наверное, все на этом. Будем заканчивать. Много вопросов пошли, конечно, надо было раньше задавать. Так, Руслан, есть ли исторические блогеры у нас? Вот украинские блогеры постоянно ведут работу с населением, поднимают интерес к истории своего народа, культуре. Есть ли такие просветительские блогеры у нас? У нас есть Азамат Рыскильдин, он живет в Казахстане, историк, и он недавно написал о том, что он готов давать
какие-либо интервью, рассказывать о истории Башкортостана. Я думаю, что будем с ним общаться, потому что через историю многие люди будут понимать. Допустим, я через историю пришел в Башкирское национальное движение. Через историю многие на самом деле будут понимать, в каком положении мы находимся сейчас и почему мы находимся в таком положении. И сколько времени длится такое положение. Все это можно узнать через историю. Конечно, поэтому об истории надо говорить постоянно. На этом все. Спасибо всем большое. Этот стрим распространяйте, ставьте лайки, пишите комментарии. Я надеюсь, что Ильдар Юмагулов посмотрит этот стрим, а также его сторонники посмотрят этот стрим и сделают выводы. И будут судить они не по тому, что говорит им только одна сторона в виде Ильдара Юмагулова, но сперва они будут смотреть и то, что другие говорят, полностью все видео, а потом послушать Ильдару Юмагулову, а потом сделают выводы. Вот это так поступают разумные люди. Пожалуйста, будьте разумными. Не будьте глупым, тупым стадом, которое вас хочет сделать Ильдар Юмагулов. На этом все. Хаубы вывод. До следующего раза.